Все самое важное за эту неделю. Как вам нравится? Ухту посетил Владимир Уйба. Стихия не пожалела жителей Заречной о последствиях половодья. Замеры сделаны. Ухтинцы жалуются на запах химии. Ура-автобусы! В Ухте возобновилось движение общественного транспорта. И онлайн-концерт и праздничный десант. Как прошел День Победы без массовых гуляний? Смотрите прямо сейчас. Ухту посетил временно исполняющий главы Коми Владимир Уйба. Для нового руководителя региона это первая полномасштабная поездка в город республики. В рамках рабочего визита он встретился с жителями, дома которых были подтоплены из-за небывалого в Ухте половодья, встретился с представителями бизнеса, посетил объекты, на которых теперь идет реконструкция, и провел рабочее совещание с мэром города. В целом Владимира Уйбу порадовала Ухта. Так он похвалил ухтинцев за внимание к детскому творчеству. По словам исполняющего обязанности главы, больницы ремонтируют часто, а вот центры для детей нет. Центр детского творчества, именно это вот бывшие наши дома пионеров, это всегда такая тема немножко забытая. Здесь она просто вот меня порадовала. То есть настолько к ней относится трепетно, душевно. А это же тоже забота о детях, а это о будущем. Ну и вообще настроение у людей такое, знаете, с перспективой. Вот сегодня есть, а вот завтра нужно, чтобы было лучше. Патриотическое настроение и воспитание. Также Владимир Уйба отметил, что будет просить у федерального центра помощи в оснащении дорог. На встрече с журналистами он обозначил эту проблему как приоритетную для решения. Это должна быть программа лет на 5 и максимально вот с тем, чтобы мы могли, если все сложится и будем работать дальше, конечно, через год, через два уже сказать, что вот мы сделали столько-то, сотен километров, идем на следующее, и вот в результате мы получим вот такие-то трассы с новым и восстановленным твердым покрытием. По результатам рабочего визита Владимир Уйба назвал Ухту столичным городом с замечательными людьми, созвездием науки, культуры и промышленности. Чтобы город и дальше развивался, внимание в этом и следующем году уделят и среднему профессиональному образованию. Детей нужно максимально брать на бюджет, давать стипендии и заранее знакомить с будущим работодателем, подытожил мысль руководителя региона. С 12 мая в Ухте возобновлена работа общественного транспорта. Такое решение принял оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса. Работу возобновили 14 маршрутов: 1 и 1А, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12. Заработало и сообщение с поселками Водный, Сидью, Гордьёль, Боровой и Ярига. Курсируют они не в прежнем режиме. Уточнить график можно на сайте управления ЖКХ в разделе «Транспортное обслуживание населения». Также напоминаем, что в общественном транспорте особый режим. При себе нужно иметь маски и перчатки, а также соблюдать безопасную дистанцию между пассажирами. 3 автобусных маршрута к дачным массивам – это 117, 118 и 120 – будут возобновлены только после приведения дорожных полотен подъездных дорог в нормативное состояние. В Ухте, как и во всей стране, были отменены праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но эта дата, пожалуй, самая значимая в современной истории, не могла остаться незамеченной. В честь праздника Ухтинский городской дворец культуры представил концерт, который можно посмотреть онлайн. В течение программы, подготовленной артистами, между номерами звучали имена героев войны, ухтинских ветеранов. Гвоздик Владимир Петрович. 1923 года рождения, уроженец Минской области, с 1935 года живет в Ухте. Его отец Петр Матвеевич был участником первой ухтинской экспедиции 1929 года. В 1942 году Владимир Петрович был призван в Красную армию.
воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Токуев Николай Филиппович родился 25 декабря 1918 года в Архангельской области. Война застала его в Западной Белоруссии. Воевал артиллеристом на Юго-Западном, Сталинградском, Третьем Украинском фронтах. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за освобождение Будапешта, за освобождение Белграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. К сожалению, время нещадно героям Великой Отечественной войны. Из года в год их становится все меньше. К 75-й годовщине Великой Победы в Ухте осталось 23 участника этой войны. Некоторых из них в праздничный день артисты поздравили лично, устроив во дворах ветеранов импровизированные концерты. Передвигались певцы на автомобиле ГАЗ, полуторке, машине, ставшей символом фронтовых труп. Небывалое половодье затопило дома жителей нескольких улиц. Последний раз подобное было в 1992 году. Пик потопа пришелся на субботу, 9 мая. Такого уровня не ожидали. По прогнозам, максимум был 640 сантиметров, но в итоге 708. Это рекорд за всю историю наблюдений. Причина комплексная: ледоход на Печоре, высокий уровень воды осенью, обильные осадки и резкое потепление. Итог – затопленный парк Кио, спорткомплекс «Нефтяник», Ледовый дворец. Все видели, что вода практически дошла до труб, которые там в районе ВНИИ газа идут. Нижняя часть парка Кио тоже оказалась очень сильно затоплена. В результате у нас вода пошла на улицу Почтовую. Она тоже в низинной части каждый год при высоком уровне ее топит. Но больше всего досталась улице Заречная в рабочем поселке. Фактически она ушла под воду. 8 мая оттуда были эвакуированы в пункт временного размещения в гостиницу «Тиман» 8 человек. Первой выехала из дома Людмила Воропаева. Ее жилище затапливало неоднократно за 40 лет, но в среднем вода приходила туда один раз в десятилетие. В прошлом году был потоп, так что женщина сделала ремонт. Хотела пожить хоть 10 лет красиво, но не тут-то было, говорит она со слезами на глазах. Котел газовый в воде, ну все, в воде надо все покупать. Насосная станция, хотя она вот так вот была, это она у нас на тумбочке приверчена, в доме 50 сантиметров еще воды. А у меня было, наверное, ну как вот с храма говорит, ой, что окно вот так было видать, так все вода была у меня в доме. Новая мебель, бытовая техника – все на выброс. Хорошо, что действует страховка. Людмила Ивановна продлила ее аккурат перед половодьем. Но о том, что теперь творится в ее доме, она думает с ужасом. К концу недели, к воскресенью, по Заречной, по асфальту мы сможем ходить. Опять-таки, если у нас не пройдет проливных дождей. А в целом, я так думаю, Людмила Ивановна к себе вернется где-то в середине следующей недели. На 13 мая вода отступила на 86 сантиметров. Некоторые жители Заречной уже вошли в свои дома. Зрелище удручающее. Все повырвало, порвало, все линолеум и все это. Все шкафы и все. Он где-то сантиметров на 80. Подымалось, да? Да. Печальнее всего тот факт, что застрахованы дома не у всех. В Тимане живет семья с 3 детьми, один из которых с проблемами здоровья. Их жилище страховые компании страховать отказались. По словам руководителя управления ГО и ЧС, на следующей неделе на Заречной начнут фотофиксацию последствий потопа, после чего некоторым семьям будет оказана необходимая адресная помощь.
С вечера четверга, 14 мая, до утра следующего дня ухтинцы чувствовали на улице странный запах. Некоторые говорили, что пахнет хлором, кто-то идентифицировал неприятный аромат как запах нефти. Об этом ухтинцы писали в соцсетях. Также с жалобой обращались в единую диспетчерскую. По номеру экстренной службы позвонили порядка 50 жителей Ухты, больше всего с района Пионер-горы. Вместе с передвижной лабораторией «Лукойла» делали замеры воздуха в разных районах города. Превышение допустимой концентрации опасных веществ не выявлено. Замерялись, значит, на наличие сероводорода. Вот, и если по нормативу предельно допустимой концентрации сероводорода в населенном пункте составляют 0,8, то наши замеры показывают, что содержание сероводорода во время производимых замеров составляло 0,83 миллиграмм на метр кубический. Всего за период замеров было составлено порядка 5 актов. Сейчас ситуация стабилизировалась, но звонки продолжают поступать. К сожалению, часто уже лишенные описания проблемы. Мы, точно так же, как и вы, являемся заложниками данной ситуации и точно так же заинтересованы разобраться в причинах произошедшего. Поэтому большая просьба: не нужно звонить в адрес единой дежурной диспетчерской службы с угрозами, обвинениями и оскорблениями. Меж тем, во все организации, связанные с добычей, хранением, переработкой, транспортом нефтесодержащих продуктов, направлены запросы о наличии аварий и инцидентов. Информация собирается, позже будет передана в отдел экологии и Печорское управление технадзора.